один из самых современных образцов в мире. Основной резидент технопарка «Идея» Эйдес Медицина освоил выпуск роботов-пациентов. Как подчеркивает, такая технологичная продукция почти полностью состоит из отечественного оборудования. Мы производим все комплектующие на 95%. Сейчас в компании работают около 400 специалистов. Выпускают оборудование для медицины, нефтегазохимии и робототехники. Робот! Возьми молоток. В новых экономических условиях объемы производства практически не сократились. В поставках необходимых комплектующих и рынках сбыта переориентировались на дружественные страны. Несколько замедлился рост, но, как я сказал, при условии, что мы переориентировали и производственные процессы, и модели сбыта, мы ожидаемо будем выполнять наши цели. В технопарке «Идея» действует 84 предприятия, где работают более 2000 человек. Средняя зарплата 75 тысяч рублей. В технопарке есть свои лаборатории и центр реверсивного инжиниринга. Оборудование оказалось востребованным в новых экономических условиях. Технопарк показал, что инновационная инфраструктура может быть прибыльной. Попытаться объяснить, что мы делаем. Мы берем продукт, разбираем его материаловедением до молекул с помощью нашей лаборатории и предлагаем решение по воссозданию. Технопарки должны стать связующими звеньями научного сообщества и реального сектора экономики. Вкупе с особыми экономическими зонами и фондами стимулирования предпринимательства это должно стать локомотивом технологического развития. Во многом благодаря наличию многочисленных объектов инновационной инфраструктуры Татарстан занимает достаточно высокое, 5-е место в рейтинге, в национальном рейтинге научно-технологического развития территорий. Ну и между тем, многие элементы республиканской инновационной экосистемы по-прежнему нуждаются, так скажем, в более точной настройке. Сегодня на встрече предложили создать в республике единую цифровую базу оборудования Татарстана. Это поможет в импортозамещении и реализации приоритетной в стране задачи – технологического суверенитета. Сами будем разрабатывать технологии, машины, установки, оборудование, комплектующие запчасти. Еще раз повторюсь, по ключевым, естественно, компетенциям, направлениям страна, должна, вот такая задача стоит, она будет делать сама. До конца этого года в Кабинет министров республики должны представить государственную стратегию и программу научно-технологического развития. Эта сфера в стране станет ключевой. Следующие годы президентом России объявлены десятилетием науки и технологий. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.